Ассаламу алейкум warahmatullahi wabarakatuh. Все, я на дороге. На дороге. Уже еду. Пытаюсь остановить машину. Ингушетия, Грузия, Турция, Иран. За 14 дней Мухаммад Дугиев прошел и проехал автостопом тысячи километров. В его копилке уже десятки новых знакомств, море эмоций, а в паспорте несколько свежих печатей. Он с детства мечтал увидеть разные страны. Хотелось посетить Америку, Исландию, Австрию. На первое путешествие решился в 2021. Тогда Мухаммад за 40 дней автостопом доехал из Стамбула до Ингушетии. С тех пор мысль о новых путешествиях его не покидала. Самое приятное – это люди, как они тебе помогают, как они относятся к тебе. Вот, то есть человек с рюкзаком для них – это человек, которому нужна помощь, и они всегда, почти всегда пытаются тебе помочь. Например, сегодня я хотел купить кроссовки, парень взял со своего магазина, прошелся со мной, наверное, километр, нашел для меня магазин. Вот видите, это тоже помощь. Путешественник делится, что для него этот опыт – захватывающее приключение. Возможность разбавить серые будни, набраться новых знаний и научиться ценить все то, что кажется привычным. Главная цель – идти за мечтой. Я очень сильно люблю футбол, футболистом я уже не стал. И нашел что-то новое, чтобы, как сказать, получить позитивные эмоции для себя. То есть увидеть страны, увидеть людей и знать их менталитет, их образ жизни, рассказать о себе, о нашей культуре. Я специально даже сделал один журнальчик про нашу республику. Самое главное – быть коммуникабельным и стрессоустойчивым, делится путешественник. В соцсетях Мухаммад рассказывает о своем пути без прикрас. Снимает своих попутчиков, рассказывает забавные истории, показывает людей, которые ему помогают, города, мечети и гостиницы, в которых останавливается. А также рассказывает о том, что нужно брать с собой в путь. Я взял палатку двухместную, очень крутую. Я потом еще сделаю обзор. Я очень красиво его сделал. Там наш солярный знак стоит с двух сторон. Взял спальник, он как раз до этого времени, сейчас жарко, так что он как раз подходит. Такой контент интересен аудитории, подписчики следят за сторисами и пишут ему слова поддержки. Фолловеры проживают с Мухаммадом каждый день в путешествии. Наблюдаю за Мухаммадом, как он проходит свой путь, я смотрю его сторисы, то есть он все это выкладывает, полностью все описывает, как это проходит для него. Возможно, да, это тяжело, но иншаллах, он дойдет и осуществит свою мечту и побывает в этих святых местах. Сейчас Мухаммад Дугиев находится в Тегеране, столице Ирана. Всего в рамках путешествия он планирует посетить 6 стран. Конечным пунктом станет Саудовская Аравия, где наш герой планирует совершить умру. 4 страны уже пройдены, а впереди еще много новых знакомств и первый визит в крупнейшую мечеть в мире, во дворе которой находится главная святыня ислама – Кааба. Зарема Ивлоева, Мулат Ахильгов, Магаз 24.